Құрметті әріптестер, бүгінгі біздің семинарымыз халықаралық психолингвистикалық секцияның тіл және сана лингвистикалық алаңы бар. Соны аясында өтеді. Біз осы тіл және сана лингвистикалық алаңды ашып, былтыр бірінші рет әлемге әйгілі біздің ресейлік ғалымдарымызды шақырып, өзіміздің атақты ғалымдарымыз бар. Соның ішінде Таңат Аяпова деген апайымыз бар. Сол кісіні шақырып үлкен талқылау өткізгенбіз. Ал бүгінгі семинар бір ғана, бірақ өте маңызды мәселеге арналады. Ол Альцгеймер ауруындағы сөйлеу өзгерістері. Біздің Қазақстанда осы мәселемен айналысып, соған өзінің уақытын, ғұмырын арнап жүрген мықты маман бар. Және ол маманды біз өзіміз тауып алдым дейміз ба, тырнақшаның ішінде тауып алғанымызға сондай ризамыз. Бір қазына тапқандай қуанып жүрміз. Мадина, сізге көп рахмет. Біздің Мадинамыз осы бізді қосты. Институтпен Жібек Жолдасова Жібек Алиуллақызы, медицина ғылымдарының кандидаты, психотерапевт, деменцияның когнитивті төмендеуін анықтауға арналған MyMind онлайн тестінің авторы. MyMind онлайн тестінің авторы. Бұл тест бойынша бізде бұл тест адамның сөзіндегі кейбір өзгешеліктерді тіркеп, деменцияға ауруына шалдығу қаупі бар ма, жоқ па анықтайды. Енді Жібек ханым, сіз мына жерге отырып сөйлей беріңіз, келіңіз. Өйткені мына зумға ыңғайлы. Келіңіз, отырыңыз. Да. Мына микрофон да зумға ыңғайлы. Өзіңіз келді. Кішкене дауысым болмай жатыр бүгін. Болғанша сөйлей беремін. Болезнь Альцгеймера – это заболевание, которое чаще всего бывает у пожилых людей старше 65 лет. И поэтому, глядя на мировую статистику, видим, что количество пожилых людей из года в год будет только расти. К 2050 году ожидается уже, что почти 40% населения будут пожилыми людьми. Это очень много. Да? Это даже уже не каждый третий, а почаще. Это по миру, да? Это по миру данные, да. Поэтому обратная сторона долгожительства, продолжительность жизни у нас растет, но мало кто еще думает в нашей стране о том, чем это может обернуться. Самая главная проблема – это как раз-таки нейродегенеративные болезни типа болезни Альцгеймера. В Казахстане у нас до пандемии пожилых людей было где-то 11% на 2019 год. Мы уже перешли порог, когда страна считается страной со стареющим населением. То есть для того, чтобы этот статус получить, нужно 7% пожилых людей в стране. У нас намного больше. Пандемия немножко съела пожилых людей. Помните, как страшно было, да, в отношении пожилых людей? Но на сегодняшний день, на 23-й год, министерство выдает уже почти 14% пожилых людей у нас в стране. Это 2,5 миллиона человек. И с ними со всеми надо что-то делать. В Америке, например, 10% всех пожилых людей старше 65 уже имеют болезнь Альцгеймера. А это огромное. То есть у нас в стране должно быть больше 200 человек, 200 тысяч человек. Что такое когнитивные функции? Весь мир уже все чаще об этом говорит, и в принципе большинство врачей уже знает, что это такое. Я пока вот 11 лет уже рассказываю неустанно, каждый год, многократно на разных конференциях о том, что такое когнитивные функции. Раньше считалось, что это часть психики. На сегодня считается, что это не только психика, это прежде всего нервные функции. Любой невропатолог, любой семейный врач об этом должен знать. Это не только память. Основные когнитивные функции, вот они указаны. Память, внимание, мышление. Праксис, гнозис, мышление, речь. Да? Праксис – это целенаправленные движения. То есть вы что-то делаете, куда-то идете, взяли стакан воды,
Это все целенаправленные движения. Гнозис – это процесс узнавания. И все это может нарушаться. То есть это функции, которые работают автоматически, и мы не замечаем, как это происходит. Мы начинаем замечать их только тогда, когда с ними что-то не так. Очень странно, но у нас в стране до сих пор есть миф о том, что плохая память и пожилой возраст – это синонимы. Все списывают на возраст, да? Забывчивость, ну это же нормально для старости. На самом деле, я всегда говорю, это не так. С возрастом память должна улучшаться, а не ухудшаться в норме. За счет чего? Потому что лексикон расширяется, опыт расширяется, практический интеллект становится выше и лучше, значит и вербальная память должна становиться лучше. И когда пожилой человек жалуется на память, это не норма. Это надо обследовать и лечить. Болезнь Альцгеймера начинается в основном у людей старше 65 лет, но, к сожалению, примерно у каждого 10-го это бывает младше 65 лет. При здоровой старости, всем врачам внушаю, через раз меня слышат, когнитивного снижения практически нет. Есть только замедление психических функций. Почему? Потому что в возрасте примерно после 30-35 лет замедляется обмен веществ в целом. И за счет этого мышление становится более медленным, но это не значит, что оно становится хуже по качеству. Наоборот, в Британии проводилось исследование среди ученых, и выявили, что самый продуктивный возраст у ученых – это промежуток между 60 и 80 годами. Самый эффективный возраст, если уметь этим пользоваться. Да? Поэтому надо стремиться к этому. И нужно понимать, что старение – это физиологический процесс, это не болезнь. То есть точно так же, как дети становятся подростками, подростки взрослыми, да, и так далее, старение – это обычный физиологический процесс. Мозг, конечно, с возрастом немножко уменьшается, но в пределах нормы это всего лишь 5%. На МРТ или КТ мозга этого не видно практически. А при болезни Альцгеймера это заметно очень сильно. Что такое деменция? Часто спрашивают, какая разница между болезнью Альцгеймера и деменцией. Деменция – это широкий синдром. Синдром прогрессирующего хронического заболевания, который касается постепенного ухудшения всех когнитивных функций. На легкой стадии это начинается банально с забывчивости, трудности подбора слов, трудности донесения своей мысли. В тяжелой стадии, к сожалению, пациенты полностью утрачивают лексикон и способности себя обслуживать, становятся беспомощными. Причин деменции очень много. На первом месте, вот темно-синяя, находится именно болезнь Альцгеймера. До 70% всех причин деменции – это болезнь Альцгеймера. На все остальное приходится очень мало. Сосудистая деменция процентов 10 – это, например, состояние после инсульта. Случился инсульт, память отключилась. Бывает такое, да? И многие другие заболевания, всего около 100 болезней, которые могут привести к развитию деменции. Но это все единичные случаи. Основная масса – болезнь Альцгеймера. На сегодня это самое дорогое заболевание. Всего в мире насчитывается больше 50 миллионов человек с болезнью Альцгеймера. Средняя продолжительность жизни 5-8 лет после момента заболевания. У меня сейчас обнаружилась семья с наследственной формой болезни Альцгеймера. Мы им провели генетический анализ, выявили ген пресинилин-1. То есть в этой семье, к сожалению, люди заболевают после 30 лет, после 40 к 50 умирают. Вот такая ранняя форма болезни Альцгеймера, она в мире описана их всего лишь несколько случаев. Очень редкие формы, но тем не менее они генетически обусловлены. И, к сожалению, опять же, они несколько лет ходят по врачам и не могут выяснить, что с ними происходит в семье. Благодаря генетическому анализу мы это определили. Каждые 3 секунды в мире выявляется новый случай деменции. И на сегодня это самое дорогое заболевание. Оно намного дороже, чем все операции кардиологические, нейрохирургические, чем любая болезнь. Нет ничего дороже, чем лечить болезнь Альцгеймера.
Как выглядит мозг? Слева это здоровый пожилой человек, справа это вот как раз-таки мозг болезни Альцгеймера. Видите, мозг сморщивается в объеме, меньше становится, больше пустот становится, пустых мест. То есть теряется мозговая ткань. И поэтому появляются соответствующие симптомы. Симптомы, вот они здесь все перечислены. Снижение памяти и повседневной активности. То есть для всех, для большинства пациентов характерно нарастание пассивности. Пожилой человек вышел на пенсию, сел перед телевизором, и все, его не расшевелить. Вот именно такой характер, такой образ жизни после выхода на пенсию, он приводит к более быстрому развитию болезни Альцгеймера. Малоподвижный образ жизни. А у нас в ментальности, к сожалению, это есть. То есть я всегда говорю о том, что Келин дома появилась, и все. Да? Пожилой человек все свои обязанности переложил в Келинге. Неправильно. По идее, чтобы сохранять свою функциональную активность, сохранять свою самостоятельность, пожилой человек, наоборот, должен быть активным. Это Келин пусть работает, а домашней работой должна заниматься бабушка. То же самое и дедушка. Чем активнее пожилой человек, чем активнее его образ жизни, тем сохраннее память. По мере того, как усиливается забывчивость, появляется и дезориентация во времени, в пространстве. То есть вы видите регулярно объявления в соцсетях по новостям, да, потерялся пожилой человек, найдите, помогите найти. Вот это и есть наш пациент. Появляются трудности в ежедневном планировании. Банально, перестают заполнять квитанции. У женщин очень характерно, они начинают готовить, кушать все хуже и хуже. То есть уже не соизмеряют сначала, что и сколько класть, и сколько варить на семью. Позавчера у меня родственники рассказывали, мама сварит полный казан макарон, но потом неделю съесть это не может. Зачем она это делает, непонятно. Либо начинают готовить однообразно, все проще и проще. Вчера пациенты рассказывали, да, сын привел маму и говорит, последний год мама варит только пельмени. Каждый день пельмени. Потому что все остальное она уже забыла, как готовиться. Последние 3 месяца она перестала и пельмени варить внукам. Все, забыла, как готовить. Это очень характерно. И поэтому, если пожилого человека очень рано ограждать от домашних дел, к сожалению, мозг начнет давать приключения раз за разом. По мере прогрессирования процесса все это будет усиливаться, появляется бред галлюцинаций. Для мужчин чаще всего характерен бред ревности. Причем приводят Аташку лет 80, и он говорит, моя жена, которая тоже под 80, да, на глазах бесстыдно мне изменяет. Когда у него спрашиваешь, вы сами это видели, он говорит, нет, мне сосед сказал. А какой сосед сказал? Как он выглядит? Молодой, старый? Не может описать. То есть это уже обманы мозга, когда ему выдается ложная информация автоматически. Это Альцгеймер и деменция. То есть самая частая причина деменции – это болезнь Альцгеймера и там, и там. Трудности подбора слов у нас у всех бывают. Слово на языке вертится, мы сходу не можем найти, но у нас у всех это бывает редко. Раз в месяц, раз в неделю, да, максимум. Раз в полгода, раз в год. Но если это начинает повторяться все чаще и чаще, становится ежедневным, то это пора уже обследовать. Потому что при болезни Альцгеймера, при любом виде деменции, лексикон начинает теряться. Слова, которые употреблялись намного реже, они вообще уходят из словарного запаса. Остаются, к тяжелой стадии обычно остаются только какие-то дежурные пара фраз, пара слов. Очень показательный у меня был пациент в мужском отделении с нейросифилисом. Еще не совсем пожилой человек, ему еще 50 не было, но что-то у него случилось с сердцем, мы снимали кардиограмму, и каждый раз, когда его переворачивали или сажали, он видел аппарат кардиограммы, вставал и говорил «аппарат», ложился и говорил «аппарат», его переворачивали «аппарат». То есть что происходит, он объяснить не мог. Но вот слово «аппарат» ему в мозг выкинул, и он его многократно повторяет. Дальше может меняться настроение и поведение, причем изменения настроения могут появляться очень рано.
То есть с возрастом такое понятие за счет того, что практический интеллект расширяется, должно включаться состояние мудрости. Но если пожилой человек после выхода на пенсию становится капризным, обидчивым, раздражительным, это как раз повод для того, чтобы обследовать память. Просто так мозг не начинает выкидывать фокусы. Скорее всего, там уже идет какой-то процесс. То есть изменение характера в негативную сторону – это повод обследоваться. 12 факторов риска на сегодня известны. Если мы их контролируем, то можем предотвратить деменцию до 40%. Риски снизятся на 40%. Малоподвижный образ жизни, то, что я говорила, да, перед телевизором пенсионер сел и все не двигается. Курение, употребление алкоголя. Причем на сегодня многие страны меняют свои нормы по употреблению алкоголя, снизив их в 3-4 раза, чем это было пару лет назад. То есть доказано, что даже малые дозы алкоголя, там банально фужер вина вечером, это уже вредно для мозга. Что у нас дальше? Загрязнение воздуха. Для Алматы это актуально. Микрочастицы грязного воздуха проникают в кровь и негативно действуют на мозг. Социальная изоляция. За пандемию пожилых людей мы постарались изолировать, и, к сожалению, это тоже увеличило количество случаев с деменцией. Ожирение приводит к развитию метаболического синдрома и снижает активность мозга. Снижение слуха, депрессии среднего пожилого возраста, сахарный диабет, артериальная гипертония, низкий уровень образования, травмы головного мозга – это все факторы, которые провоцируют развитие деменции. Известный британский художник Уильям Термолин. В 1996 году ему поставили диагноз болезни Альцгеймера, и супруга раз в год после этого стала просить его рисовать автопортрет. Первый рисунок 1967 год, когда он был в полном расцвете своего творчества. И дальше видите, насколько ежегодно снижается качество рисунка. В 2000 году он умер. Последний его рисунок совсем плохой. То есть даже профессиональные навыки постепенно теряются по мере развития заболевания. Это отражается тотально на всех сферах жизни. Какие же признаки нарушения речи есть при болезни Альцгеймера? Чаще всего это трудности подбора слов. Не могут подобрать нужное слово и начинают его заменять похожими словами, синонимами, при более тяжелых стадиях любыми другими словами, которые выдал мозг. Начинают использовать родственные слова, причем часто не по смыслу. Например, вместо слова «книга» вместо слова «газета» используют «книга». Вроде бы близкие слова, да, но не до конца понятен смысл. Используют заменители слов, например, предмет, на котором вы сидите, сенсорная афазия. Они описывают функцию слова вместо того, чтобы назвать слово. Вообще не находят ни одного слова, и речь получается прерывистая. Говорят, остановились, тему сменили и что-то другое стали говорить. Изо всех сил пытаются найти слова или использовать, которые имеют другое значение. И часто их речь получается разорванная, то есть не имеющая смысла вообще. И если человек знает несколько языков, у нас в стране многие билингвы, да, они начинают слова заменять словами из другого языка. Тоже такое бывает. Это происходит каждый день. У нас у всех это бывает редко. Но для больных болезнью Альцгеймера это ежедневно происходящие процессы. Какие же последствия в итоге нарушения речи, когда мы общаемся с таким близким человеком? Деменция влияет на образ мышления. Естественно, какое мышление, такая и речь. Это зеркальное отображение нашего мышления, что влияет на его способность адекватно реагировать или следить за разговором. То есть пациент не способен держать нить разговора, он теряет. Он соскакивает темы и не впопад может вставлять что-то свое. Либо сразу видно, что человек не понимает обращенную речь. Мозг не усваивает поступающую информацию. Пациенты не способны сохранять концентрацию, то есть удерживать тему разговора и долго говорить об одном и том же. Мозг уже не способен это делать.
Они очень медленно думают, то есть с возрастом, да, метаболизм снижается, мышление замедляется, но у людей с болезнью Альцгеймера и деменциями это становится совсем медленно. Даже когда вы задаете вопрос, после вопроса идет сначала долгая пауза и только потом ответ. На тяжелой стадии заболевания, ближе к тяжелой, там уже ответы становятся вообще, то есть у нас есть такой термин «ответы мимо». Очень хорошо они на легких стадиях заболевания используют общие слова. Например, на вопрос «Сколько вам лет?» они отвечают «47-го года рождения». То есть начинают заменять. Почему? Потому что они уже не знают, сколько им лет, но помнят еще свой год рождения. А это неверный ответ. По мере прогрессирования на выраженной стадии им задаешь вопрос «Сколько вам лет?» А они говорят «Намного больше, чем тебе». Или «Ой, очень много». То есть находят общие фразы, чтобы не дать прямой ответ, потому что уже забыли. Чем больше конкретных вопросов вы задаете, тем лучше. Они все приходят ко мне в сопровождении детей, внуков, там, снохи, еще кого-то. И я прошу представить, с кем вы пришли. То есть если уже у пациента есть деменция, на легких стадиях они могут назвать по именам, сказать кто, какая родственная связь с этим человеком, но уже часто не могут назвать год рождения своих детей. На вопрос, сколько лет вашей дочери, они отвечают: ой, да она уже давно живет. Что-то такое. Или скажут: ваша ровесница, наверное. Либо начинают выдумывать ответы. То есть там дочке, допустим, уже лет 40, под 50, она говорит: ну, наверное, 20-25 лет. То есть не знают конкретный ответ. И не могут подобрать правильные слова для ответа. Заменяют ответы. Может потребоваться больше времени, чтобы обработать мысли и понять, как реагировать на сказанное, то есть на беседу, реакции. Они также могут переходить от одной темы к другой, перескакивать, не заканчивают предложение, поскольку им становится трудно сосредоточиться. И там причин несколько. Слова забывают, тему теряют, сконцентрироваться не могут. И в итоге возникают трудности в повествовании. То есть они не могут построить рассказ на какую-то тему. Почему? Потому что вот это было большое исследование, которое выявило, что когда человек что-то рассказывает, и у него есть деменция, он многократно повторяет одно и то же. Причем дети часто на это раздражаются. Мама, ты уже 10 раз об этом сказала. Да? Они могут задавать одни и те же вопросы. Они дают постоянные неясные ссылки, то есть существительные заменяют на местоимение. Отсутствует в речи связность и информативность, мысль не могут донести. И вот подтверждение того, что речь содержит больше местоимений, чем существительных. Примерно так. У меня все. Если есть вопросы, буду рада ответить. Года 2 назад чат GPT, знаете, да, искусственный интеллект от Гугла, его подключили к тому, чтобы распознавать по речи ранние маркеры болезни Альцгеймера. Первая статья была очень обнадеживающая. Вроде бы получены были положительные данные, но, к сожалению, недавно вышла статья о том, что не получилось. То есть это невозможно, да, по речи определить? Может, они не те маркеры взяли. То есть можно, да? Теоретически можно, да. Сказать, что уже в Соединенных Штатах Америки, в 2 университетах я записала их, и ученые записали, в перспективе мы с ней познакомимся. Уже они сделали такую программу, нейросеть, которая опознает по чат-боту. Они прям задали, во-первых, вначале у них, знаете, 2 этапа. Первый этап – это у них тесты, которые когнитивные
изучают. Да? Второй момент – это аудиозаписи. Как раз-таки вот эти аудиозаписи очень многое дают. Я думаю, что впереди, в перспективе, вот, и то, что мы хотим в проекте подать, это будет иметь какую-то вот тоже... но единственный момент, что нужно будет искать хороших программистов. Программистов, которые сделают эту программу. Вот. И буквально недавно, в субботу, я была на конференции Пермский научно-исследовательский институт, с которым мы тоже создали договор, заключили. У них сейчас очень развита тоже корпусная лингвистика, да, то, что у нас сейчас делается, да, и у них большой акцент на устную речь. Представляете, вот прям аудиозаписи, устная речь, у них очень мощно. И вот дома, к сожалению, я оставила вот ссылочка, прямо разработанная, вот этот корпус устной речи Анар Муратовна. Я думаю, мы можем тоже вот что-то использовать. Чатқа не жазған? Альмира Калеева. Альмира Калеева, заместитель директора Института литературы, благодарит вас. Көп рахмет. Қымбат. Жібек ханым, бір сұрақ берейін деп. Бәріміз қоғамда сұрақ сияқты, осы ауруға шықпас үшін не істеуіміз керек немесе ағайын болды адамдарға қалатын өзім де осындай кісімен бардым ауруханаға. Қайда бардыңыз? Сондай осында басқа студентпіз маған. Айтқан приемдары бәрі болды. Енді профилактика сол 12 фактор риска байланысты. Контроль хронических заболеваний, активный образ жизни. На сегодня хорошую доказательную базу имеет фитнес. 3 раза в неделю. Любой вид фитнеса. Тренажерный зал. Тренажерный зал. Бассейн, тем более. Вот. Повод, да? Повод туда пойти. Почему? Потому что это улучшает мозговое кровообращение, улучшает память. Это единственный способ расширить сосуды мозга и утилизировать глюкозу. И плюс еще есть такое понятие когнитивный резерв. Когнитивный резерв. То есть чем больше у нас опыта, знаний, навыков, умений, тем лучше это защищает нас от Альцгеймера. То есть чем эффективнее работает мозг, чем он активнее, тем дальше. Нұреке, сізге ничего не грозит. Біздің Нұрлан аға, он 50 лет, да? 55, да? Магистратуру закончил. Что? Спорт поступать докторантуру. Дурус кейсіз, дурус. Чем относится? Когда у меня повышается определенное давление, да, у меня нарушается речь. То есть я начинаю заикаться. Да. Что за болезнь? Правильно заметили. Это называется... Дурус айтас. Когда повышается давление, сужаются сосуды мозга, приток крови уменьшается в голове. Это называется транзиторная ишемическая атака. Да, при инсульте. Поэтому лекарства для снижения давления надо принимать постоянно. Даже если у вас давление нормальное, 120, все равно пьете. Почему? Потому что современные лекарства от давления, они не снижают давление, они держат норму. Они не дают повышаться. Поэтому не пропускайте. Можно
өте қызықты лекция болды. Сізге сұрағым, жалпы вот у нас в юридической психологии очень там хорошо написано. Например, я в последнее время прочитала книгу Андрея Курбатова про красную таблетку, там, где их смысл очень классно, хорошо написано, как вообще сейчас происходит снижение когнитивного мышления, как мы не можем запоминать простые элементарные вещи, получается. Вот он пишет в своей книге, что, например, чтобы развить вот это концентрацию, мышление, запоминание, память развить, что нужно много читать книги еще наизусть, много стихи, тренировать мозг как мышцу, получается. Вот я бы хотела вас узнать, насколько эффективны вот эти упражнения и вот, насколько правда вот эта информация, которую пишут вот в таких книжках, вот про психологию, про деятельность мозга. Это популярная психология. Каждый специалист, который пишет такую книгу, он пишет так, как понимает сам работу мозга. Если вам его мышление близко, вам это зайдет. Если не близко, не зайдет. Да? Но в целом приобретение любого навыка, оно обязательно включает память. Например, вы решили научиться играть на музыкальном инструменте. Да? Это новый навык, который вы раньше никогда не делали. Неважно, гитара, это пианино, скрипка, что угодно. Вы учитесь перебирать струны, мышцы это запоминают, память это запоминает. Да? Вы учитесь играть какие-то мелодии, они тоже запоминаются. Не обязательно делать упражнения, вот, которые предлагают. Там есть японская методика, еще какая-то методика. Все методы, они работают одинаково. Главное что-то осваивать новое. Иностранный язык вы учите, музыкальный инструмент, неважно. Шить, вязать решили научиться, без разницы. Танцевать решили научиться. Когнитивные функции будут включаться. Да, да, да. Постоянно учиться чему-то новому. Невропатолог. Невропатолог. Ну, смотрите, если вы... Шкурный вопрос, блядь. Шкурный вопрос. Смотрите, если вы еще не вышли на пенсию, то сначала надо проанализировать общее здоровье. Какие факторы могли снизить вам память? Например, анемия, да, малокровие, гемоглобин низкий у нас в стране, это очень для женщин особенно характерно. Да, если это сдать общий анализ крови, банальный, он дешевый, зато много чего покажет. То есть, если у вас анемия, однозначно надо это лечить. Не пускать самотек. Не ходить с гемоглобином 80. А у нас много таких женщин. Затем, проблемы с щитовидной железой. Казахстан регион йододефицитный. Морей, океанов у нас нет. И поэтому болезней щитовидной железы тоже много. Это сильно влияет на мозг, потому что щитовидка отвечает за обмен веществ. Если у вас есть гипотиреоз, то есть снижение уровня гормонов щитовидной железы, это замедляет обмен веществ в 6 раз. Намного медленнее. Затем что? Травмы вы уже видели, да? Жидкость. Банально объем жидкости. От 7 до 10% половины вашего веса. Это 2-3 литра в сутки. 10-12 стаканов в день. Не обязательно чистая вода. Всю жидкость считаете. Да? Чаи, компоты, морсы, напитки, бульоны, молочные. Все считается. Кроме алкоголя и энергетики. То есть 6 литров пива – это не жидкость.
Хорошо? Поэтому, кроме алкоголя, энергетика. Затем анализируйте, как вы спите. 7-8 часов должен быть здоровый сон. С утра вы должны вставать бодрым. Если этого нет, это сильно влияет на память. Да? Восстановить сон. Малоподвижный образ жизни. Целый день, если вы за компьютером проводите, то же самое. Каждые полчаса вставайте, на месте потоптались, поразминались, буквально полминуты разминка, и сели. Кровообращение снова заработает. Угу. Пример? Так. И если уже это все не помогает, тогда к невропатологу. Сіздерді айткен тәжірибе көп қой. Менде сіздер қазақстанда көбісі билингв болғандықтан сіздің пациенттеріңіз арасында тілдерді ауыстыру өте жиі кездесе ме? Иә. Олар не ешқандай код switchingсіз бірден араласып сөйлей береді екі тілде. Иә. Олар қай тілде сөйлеп тұрғанын және түсінбейді. Өте көп. Сонда мен жалпы идея мынандайда, сонда альцгеймер кезінде код switchingте енді мидың әртүрлі бөліктері не болады ауыстырған. Сол меніңше сол шекара бұзылып кететін сияқты. Мүмкін. Ол белгісіз. Вот я хотела как раз таки пример привести тоже. Знакомые рассказывали, что в РКСА, в общем, үлкен кісі уже жыл бойы қазақша сөйлеген ауылда тұрған, и вот как она заболела, на русском стала разговаривать. Еще как раз таки социальный фактор сыграл. Совет үкіметте өмір видимо, давление шло, что орыс тілі қажет екен. Но сөйлеген жоқ. Тек қана қазақша өмір бойы. Сосын ауырғанда орысша сөйлеген. Вот тоже интересно. Сол жерде жиі қозғалған мәселелердің бірі осы Алексеевна жерінде жалпы балалар кішкентай балалардың миындағы ақауларға байланысты көптеген зерттеулер жүргізілді. Мысалы даун ауруы сияқты неше түрлі аурулар бар, сол кезде балалардың тілінде кемшіліктер болады белгілі. Соны миындағы өзгерістермен қатар аурулар зерттелген. Осыған байланысты сізге мысалы лингвистер бірге зерттеу жасалған жұмыстар болған ма осындай тақырыптарда? Соны жазайық деп шетелде өте ауқымды зерттелген. Майра Сарбаева. Очень приятно. Вы знаете, вам не кажется ли, что это болезнь импортирована? Нет. Что у нас вот дедушки, вот кто-нибудь помнит, чтобы у нас дедушки, бабушки этим болели? Поэтому вы говорите, что там действительно вся Европа болеет, вся Канада, вся Америка болеет, да? И мне кажется, что это все-таки импортировано в связи с вот этим, с нашим новым образом жизни, с тем, что мы, вот вы говорите, новые навыки нужны, да, понятно. А ведь казахи, у них какие навыки? Они и так все время всему чему-то учились, правильно? И памяти, орально это устное народное творчество. Это сколько они знали, тренировали свою память не потому, что там объявили, а потому что все вокруг все же жандай болды. Не то, что играть, научиться надо на гитаре, а потому что это все естественно было. И никто никаких усилий не прилагал для того, чтобы мозг работал, потому что куда, даже вот эта моя, вот эта, которая игра «Божья коробка», да, она уже заставляла, детские игры заставляли думать, что они играли в особенности. И вот мне так кажется, что если в исторической перспективе, так сказать, посмотреть, да, на эту болезнь,
ну, которая сейчас, так сказать, расцветает у нас, это связано с тем, что мы отходим от народной традиции, и, во-первых, еда другая, и наши увлечения другие, ну, все другое. И мне кажется, что это вот все с этой с едой и со всеми новыми. Болезнь Альцгеймера, как и все деменции, считается болезнью образа жизни. Да. Но есть конкретные факторы. То есть продолжительность жизни растет. При Советском Союзе продолжительность жизни была 60-65 лет. Люди просто не доживали до болезни Альцгеймера. У казахов есть хорошее слово «алжган». Вот это и есть Альцгеймер. Yeah. Вот это и есть нарушение работы мозга. Да? Но в силу наших традиций мы просто стараемся как-то вот отгораживаться от этой проблемы. У нас есть поговорки очень страшные у казахов, да? Аки шешен жынды болса, да? Байлап бақ. Ужасная поговорка. То есть, значит, это было довольно частыми случаями, когда к пожилому возрасту пожилые люди у казахов сходили с ума, по большому счету. А это была деменция запущенной формы. Вот и все. Надо ли, вы думаете, что можно лечить, да? Ну, на сегодня есть 2 препарата антидементные, которые в поликлиниках можно получать бесплатно. Но не все об этом знают. Препарат Дәрі бар. Бар. У нас в стране оба препарата выдают бесплатно в своей поликлинике у невропатологов. Просто люди об этом не знают. И неврологи часто не знают, к сожалению. Вот, но тем не менее лекарства есть. Конечно, лекарства еще не максимально эффективны, потому что вылечить не могут. Но они дают улучшение в 70% случаев. В разработке сейчас, вот на сегодняшний день, находится 28 новых препаратов, еще более эффективных. То есть в ближайшие 10-20 лет мы получим новые лекарства. Главное вовремя это выявлять. Также я думаю, что сейчас те же клиповые, Да. это может привести к раннему развитию Альцгеймера, и нам стоит уже работать над этим, чтобы детей предотвратить от такой болезни. Да, потому что клиповые это означает то, что у них не будет я не думаю, что придет к быстрому развитию. 30 лет точно увидим. У меня детский психиатр принимает по субботам. Вот к ней часто приводят детей маленьких, 3-5 лет, задержка речи. И она начинает расспрашивать, чем занимается ребенок целый день. Родители сунули телефон или планшет, все, ребенка не видно, не слышно, он тише воды, ниже травы. Как он заговорит? Причем самое смешное, когда она начинает с ребенком разговаривать, спрашивает у него цвета, например, да, там игрушки какие-то, рисунки показывает. Дети, какое видео посмотрели, называют цвета по-английски, по-китайски, по-испански, но не по-казахски, не по-русски. То есть у ребенка лексикон обогащается, но не тем, чем надо. Ему речь и мышление никто не структурирует дома. И когда родители спрашивают, чем лечить, она говорит, гаджет забрать и разговаривать с ребенком каждый день. Как бесплатное радио. Просто разговаривать. Все. Все лечение. Ана көрсеткен жаңағы белгілер алғашқы белгілер. Ол енді жалпы батыстық әдебиеттер, жалпы Альцгеймердің белгілері сияқты иә. Ал енді мына өзіміздің осы қазақ жұртының ішінде қандай ерекшеліктерді атауға болады?
алғашқы белгілерін Оны зерттеу керек. ауыр қаралмаған Біздерде басталып жоқ бұл медициналық жағынан зерттеу. иә Жаңағыдай мысалы сөзді ауыстыру, ұмытып қалу дегендер ол жалпы Бар, иә. енді біздің өзіміз менталитетте тән бар шығар деп. Я же врач, я пока равняюсь вот на общую медицину, на общие симптомы, какие есть. Совпадает все. Нюансы я пока не выводила. Нюансы вот то, что... Я бәрібір сияқты. Енді зерттейміз, көреміз қандай. Сіз маған өстіп айтыңыз, бұл ауру самый дорогой. Несімен дорогой? Қымбат, Оценка, жоқ, дәрісі емес. Дәрісі это самое дешевое. Уход, социально-медицинская реабилитация самая дорогая. То есть оценка стоимости заболевания, она происходит не только по медицинским услугам. Прием врача и назначение лечения – это самое дешевое. Это занимает 30% максимум. 70% всех затрат уходит на заботу, на опеку, на реабилитацию. То есть, допустим, в Германии, да, пациенту выставили болезнь Альцгеймера, занесли в систему, на следующий день к пациенту пришел индивидуальный помощник, психолог, реабилитолог, когнитивный тренер и еще там несколько специалистов. У нас даже врачи пока не выявляют. Болады, иә. Бізді жібекпен не үшін мен түсіндіріп берейінші, жібек можно? Не үшін жібекпен байланысқа шықты? Біздің ментальность такая, Майра апай дұрыс айтып отыр, это импортированная болезнь. Но біз енді бәрібір де қазіргі бұрынғы аталарымыз сияқты үлкен кісілерді сондай жағдайға қойып отырған жоқпыз ғой. Менің де мысалы үйде әке шешем бар. Менің папам телевизордың алдында осылай қаққанда кешке дейін қақып отырады. Бұрынғыдай орташылықта бәріміз жұмыстамыз, оның немерелеріміз бәрі мектепте, ал енді сондай ол кісілердің енді образын өзгерту керек қой. Бізде былай, бізде мысалы үлкен кісілер солай ауырып қалса, шынында да менің өзім атам солай ауырды. Мен айтып күлдіруші едім ғой сіздерді мысалы. Танымай қалады бізді. Сонда бар ғой, мен ойланбаппын, бұл кісіні емдеуге болады екен. Қазір қатты өкініп отырмын. Өйткені былай Альцгеймер, деменция ол ерте өлімге апарады. Ми өлгеннен кейін басқа органдарың сау болса да өлесің. Солай. Сонда мен қазір жібекті кеш көргеніме өкініп отырмын. Соны неге емдетпедіңіз? Біз бүйтіп ойладық. Біздің менталитет былай. Бұл қарттық қой. Алжыған ғой дейміз. Болды ғой. Күтіп жүреміз ол кісіні. Аңдып, бір жаққа кетіп қалмаса екен деп, бала шағасына қаратып, үйде ешкімді ол кісінің жалғыз тастамаймыз, қасында біреу. Соны больницаға апарып, емдеп, дәрісін ішкізіп, өзін-өзі қарайтындай состояниеға жеткізуге қанша білімді болсам да менің миым мысалы жеткен жоқ. Сосын мен жібекпен кездескен кезде қатты қуандым. Енді мен осыны білетін болдым деп ше. Мен тіпті одан дәрі бар екенін де білмейді екен. Міне біз қаншалықты қараңғы осы мәселеде. Сосын біздің қызыққан себебімізді айтайын. Жібектің жаңағы программасы бар. Адамның сөзінен сол аурудың алғашқы белгілерін тауып алатын программа. Жасаймыз деп жүрміз енді. Қазақ тілділердің. Сосын мені жібекке көп рахмет. Ол кісі біздің осы өтінішімізді орындап, қазір өзінің пациенттерінің барлық сөзін диктофонға жазып жатыр. Соны біз анализ жасаймыз. Анализ речи жасаймыз да общий признактарын тауып, соларды, как вот Жібек вначале говорила, маркеры ранних проявлений в речи болезни деменции Альцгеймера анықтап, біз психолингвистикалық секция осылай жұмыс істейміз. Соның кейін бұйыртса міне Мадина ханым грант ұтып алады, иншалла, кадров публикат, и откроем отдел психолингвистики в институте. В общем, соңы осыған келді ғой. Осы айтайын жеген. Құрметті әріптестер, вот, дорогая
наша Живек на самом деле выполняет очень такую просветительскую работу у нас в Казахстане. Она тоже как волонтер обучает психотерапевтов, чтобы распознавали в других регионах эту болезнь. К сожалению, на государственном уровне мало кто уделяет этому вниманию, а на самом деле мы сами тоже, наша жизнь, она определена тоже возрастными параметрами. И сегодня замечательно, очень просветительская работа и перед нами была проведена, какие нюансы необходимы для того, чтобы сохранять мозг в такой активности. Да? И на самом деле еще Бехтеревым было замечено, какие годы, да, он говорил о том, что великое счастье умереть, не растеряв на дороге жизни разум, дается только 20%, представляете? Кешіріңіз, Мадина, сөзімді бөліп жіберейін. Соңында бар ғой, я вот просто уже воображаю, у меня такой воображающий нечистский мозг. У меня тоже. Соңында жағы Майра апайдың айтқаны бар ғой, мы можем потом внизу подать рекомендации, да, национального характера. Почему у нас раньше таких болезней было мало? Эпостарды жатқа айтатын. Баламен әжесі айналысатын, 6 жасқа дейін біздің этнопедагогиканың негізі баламен 6 жасқа дейін вербальное воспитание, Нұргелді ағай осыны айтқан. Одан кейін второй тип воспитания уже 6 жастан кейін атасына береді. Атасы оны садақ атып үйретеді, атқа отырып үйретеді, жаңағы ұстап үйретеді, тойға алып барады, елдермен таныстырады, амандасып үйретеді, қолына су құйып үйретеді. Сөйтіп ол жаңағы эстетикалық, этикалық воспитаниені көреді, ұстап көреді деген сияқты. Осы нәрселерді рекомендация ретінде беруімізге болады соңында. Жаңағы зерттеу, көз алдарыңызға елестетіңіз, зерттеу болады, иә? Вот еще добавлю то, что многие сейчас Заките. Вот скажите, мозг это же не мышца, это не кость, это что? Какая, из чего? Это желеобразная субстанция. Вот. Поняли? И еще одна из причин питание казахское такое было. То есть сейчас что это? Даже ауылдан келген, вот ауылда өскен адамдар қалаға көшкенде олар ойлайды говядину кушать. Ой, мужское движение с говядиной. Бізде алматылық қойды неделю. Вот мама ходит женщина, он воняет туда-сюда. И все, да, теперь уже нормальные города, нормальные не делают бешформат, массы создать. Ну, вот. Да. Поэтому я, вот вы просветитель от Вернера, а я просветитель по Койденмай. У меня, значит, это Койденмай маска, не оливковая. А вот теперь здесь у меня Койденмай. Я мажу против ковида, против гриппа. Дома Койденмай. Не надо слушать. Вы понимаете, нет, все. Койденмай, я почему спирать? А вот это страх Койден. Мышца? Нет. А что, жирообразная? Вот, Сондан, Казахстан, Бальген, Чехия. А почему наш народ не любит кой, особенно холода? Потому что с это я тоже изучала, у меня кой тоже сейчас. В Советском Союзе, оказывается, да, я в Оксфорде делала доклад. В Советском Союзе, она, здесь уже сказать, да? Анда